команде. В эфире «Настоящее время». Из студии в Вашингтоне с вами Юлия Апел. Сегодня в программе местные выборы в Украине и их общенациональные последствия. Мощное землетрясение на границе Афганистана и Пакистана отозвалось толчками в Центральной и Южной Азии. Представители России вступили в контакт с сирийской оппозицией. Оппозиция отвергла предложение Москвы. Мы начинаем с новостей из Праги. Тимур, пожалуйста. Юля, спасибо. Все события настоящего времени из нашей студии в Праге. Я Тимур Олевский. Привет. Итак, крупное землетрясение магнитудой 7,5 произошло сегодня в Афганистане в районе хребта Гиндукуш. Подземная волна докатилась до Новосибирска и Дели. Толчки ощущались в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане. Там люди выбегали из домов. Данные о жертвах и пострадавших все время обновляются. Сейчас речь идет уже о более чем 150 погибших. В Пакистане, кстати, число пострадавших приближается к 600. Больше всего погибших в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны. В афганской провинции Тахар на северо-востоке страны 12 учениц погибли в давке при попытке выбежать из школы. Еще 42 школьницы были госпитализированы. Есть разрушения, нарушены линии электроснабжения и телефонная связь. В Дели люди в панике выбегали из домов. Вы видите сейчас кадры землетрясения. В Дели, кстати, остановилось и метро. Ситуация осложняется тем, что эпицентр землетрясения находится в труднодоступных районах. Первым, кстати, свою помощь Пакистану и Афганистану предложил Иран. Потом и США заявили, что готовы оказать помощь, если их попросят. Очень сильный подземный толчок был. Ужасно. Как минимум балла 6. Сначала было вертикальное, потом три захода горизонтального, попадала вся посуда. Да нет, давно я уже сторожил в Душанбе, сколько лет, и чтоб такое сильное давно не было. Посуда разбилась и все. Слышал звук посуды. На кухне, да? Стекла, да. Люстра тряслась и жалюзи. Ну, о последствиях этого разрушительного землетрясения мы еще будем вам сообщать. А сейчас перенесемся в Украину, где завершились местные выборы. В Киеве, Одессе и Львове кандидатам не удалось победить с первого раза. Будет второй тур. В Мариуполе волонтерам вообще удалось добиться отмены выборов из-за угрозы фальсификаций. Первые итоги подводят наши коллеги из Украины. В 6 областях Украины победу одержала партия «Оппозиционный блок». Об этом заявил ее лидер Юрий Бойко. Я напомню лишь, что эта партия сформирована в основном из членов бывшей партии регионов, партии экс-президента Украины Виктора Януковича. Ну а партия власти «Солидарность» Петра Порошенко явно теряет в своих позициях, пусть и не намного, но рейтинг ниже. Наблюдатели из общественной организации «Комитет избирателей Украины» уже заявили, выборы в стране прошли честно и демократично. Хотя, конечно же, без нарушений не обошлось. Другая общественная организация наблюдателей «Опора» уже классифицировала нарушения. На первом месте это нарушение ведения предвыборной агитации. Было много черного пиара, были нарушения в день тишины. На втором месте банальный подкуп. Кандидаты просто задаривали избирателей различными подарками, дарили путевки, продуктовые наборы, просто деньги вручали. Но на третьем месте это нарушение уже со стороны членов избирательных комиссий. Еще одна тенденция. Избиратель вовсе неохотно шел на эти выборы. Центр избирком уже огласил данные явки – 46%. В нескольких городах выборы не состоялись. Уже точно можно говорить о Мариуполе, о Красноармейске, о Лисичанске, о Сватове. Причины несостоявшихся выборов, в общем-то, везде схожи. Дело в том, что именно территориальные избирательные комиссии принимали решения, где будут печататься бюллетени. Зачастую они печатались в частных типографиях. Изначально камнем преткновения стал вопрос печати бюллетеней. Частная типография медиахолдинга «Метинвест» в Мариуполе или госпредприятие в любом другом городе. Продавить вопрос печати в типографии газеты «Приазовский рабочий» не удавалось несколько дней. Часть комиссии была против. Тогда неугодных исключили из состава, а заседания каждый раз просто закрывались. Мы пришли сюда получать бюллетени, мы их не получили. Заседание считается закрытым. Как-то странно. Всем большое спасибо. Слава Украине! Городской избирком большинством голосов не принял бюллетени для голосования. Причина – многочисленные нарушения и ошибки. Иностранные наблюдатели, кандидаты в мэры и депутаты горсовета не дали вывести бланки на избирательные участки. Должны быть выборы, нужно голосовать, нужно искать способы выхода при этих бюллетенях, прийти сюда, увидеть личные бюллетени по своему опыту, со своей фамилией. В этом мне даже это особый цинизм такой. Директор типографии Токарский заявил, что его работники допустили ошибки из-за постоянных вмешательств политиков, а бракованные бланки не уничтожили по халатности.
Это все пока бумажка. Господин Токовский, вы дожили до 7 и говорите такие глупости. Для большинства мариупольцев Метинвест – предприятие «Кормилец», так как солидная часть горожан занята на металлургическом производстве и морском порту. Чтобы безоговорочно закрепиться в регионе, оппозиционный блок действовал в том числе и в обход закона. Например, городские и районные комиссии размещались не на территории коммунальных предприятий, а на территории Метинвеста. Вся Украина должна взять пример с города Мариуполь, что все демократические силы объединились против банды Ахметова. На Закарпатье напечатали новые бюллетени, в Краматорске напечатали, в Запорожье напечатали. Если нам Охендовский говорит расходовать госбюджет незаконно, мы готовы были за свои деньги напечатать эти бюллетени. Только чтобы у нас состоялись честные и прозрачные выборы. Но нам не дают такой возможности. Но то, что демократы называют большой победой нового над старой системой, ЦВК называет срывом выборов. Было принято решение обратиться в органы МВД, СБУ и прокуратуры касаемо наличия возможных признаков состава преступления в действиях Мариупольской городской избирательной комиссии. Президент Порошенко считает недопустимым срыв выборов в Мариуполе и обещает, что голосование состоится до конца года. Приду, конечно, обязательно приду. И 2, и 3 раза приду, я рядом тут. Юлия Горкуша, Ирина Ромалийская, Андрей Рыжков, Аскольд Серко, Мариуполь, Киев. Настоящее время. Еще год назад такая ситуация в Мариуполе была бы невозможна. Что изменилось на Западе, а что на востоке Украины? Почему молодые люди, судя по социологии, опять уступили место возле урн людям старшего поколения? Попробуем разобраться с нашими экспертами. Я хочу сразу начать с социологии. Ирина, если можно, вопрос к вам. Вот что выходит, что Украина проголосовала как обычно? Запад пришел на избирательные участки, Восток нет? На Западе была значительно меньшая активность, чем обычно, и в Киеве меньше, чем обычно. Ну, а на Востоке она... Трудно сказать, какая она была раньше, потому что на Востоке обычно все было решено заранее, в том числе и явка. Мы просто не знаем, какая была на Востоке. Фальсификации не позволяют сказать и сравнивать. Да, раньше мы знаем, что просто очень часто результаты о явке долго можно было ждать на Востоке, долго их ожидали, потом они, в общем, были. Но мы не можем сейчас сказать, какая реально раньше была явка на Востоке. Ну давайте мы сейчас спросим у Константина Батовского, а какие люди, на ваш взгляд, побеждают на этих выборах? Какие новые лица появились? У нас очень интересный результат в Одессе, где все-таки, скорее всего, будет второй тур, потому что по данным всех 3 экзит-полов Саша Боровик выходит во второй тур, и это человек для Украины достаточно новый. Саша Боровик будет двигаться в той же канве, в которой он двигался. Это антикоррупционная, очень жесткая риторика в отношении действующей городской власти. Которая дороги построила. Геннадия Труханова, да, его аффилиации с такими людьми, как Ангерт, Жуков, Марков. Это такие реальные хозяева Одессы, которых здесь вслух чьи имена не произносятся, но эти люди реально контролируют город. Евгений, вам кажется, что это голосование за новых людей, которые обещают реформы, это действительно надежда на то, что они реформы эти начнут производить на местах, или такой жест отчаяния, как вам кажется? Ну, честно говоря, я пока не могу говорить о том, что есть такое голосование за людей, обещающих реформы. Нету? На мой взгляд, нет. То есть, скорее, проблема местных выборов в том, что многие политические силы шли на них с повесткой потенциальных будущих парламентских выборов. И, государственная повестка – это когда люди не про дороги говорят, которые надо чинить, а обещают контрактную армию, да? Импичмент и многие другие приятные уху избирателя вещи, но которые никак не отражаются на жизни местной общины. Ирина, а кто пришел на выборы? Вот это все-таки старшее поколение или молодежь? Вы следили за? Старше. Но дело в том, что надо еще иметь в виду, что в Киеве очень многие молодые, которые давно здесь живут, работают, они живут без регистрации. Регистрация у них по месту своего, так сказать, первоначального жительства. Бабушки Черновецкого стали поклонницами Кличко. Ну и потом у нас ведь тоже разные бабушки, понимаете, в Киеве многие бабушки с высшим образованием, вот. Многие бабушки, кстати, и на Майдане стояли, там еду готовили и все такое прочее. То есть, вообще говоря, у нас специфические бабушки в Киеве есть. А скажите... Я не совсем согласен с оценками, которые коллеги озвучили. Дело в том, что изменения есть, и они заметные. В первую очередь, на этих выборах, конечно, украинцам была предоставлена небывалая возможность выбора.
количество разнообразных партий кандидатов действительно пестрило. То, что кампания была сконцентрирована на национальных темах, это издержки нынешнего закона. К сожалению, любая власть переписывает законы избирательные под себя. Вот это действительно проблема. Мне кажется принципиально важным то, что гражданское общество начало на местах давать отпор административному ресурсу и беспределу отцов города. Давайте поговорим про Мариуполь тогда. В этом аспекте, да, показателен Мариуполь, где выборы сорваны. Мне не кажется, что в Мариуполе... выборов. Да нет, вообще это выглядит не как поражение политического процесса в Мариуполе, а как безусловная победа. Ну, конечно, великого и ужасного Рената Ахметова победила волонтер Галина Однорог, лидер местной батькивщины Александр Ярошенко и кандидат в мэры Лидия Мугли. То есть люди, которые, в принципе, имеют репутацию в Мариуполе как вот ярые такие общественники. И эти люди, и у этих людей получилось. И последствия, конечно, для Мариуполя этого процесса, они на самом деле громадные и позитивные. То есть дракон повержен, его не страшно. Давайте послушаем по поводу поверженных драконов один комментарий одного известного украинского политика. Я попрошу вас мне помочь разобраться, как понимать его слова. Когда, я назову вещи своими именами, министр внутренних дел Аваков затеял эту месть в отношении меня, он имел неосторожность высказаться следующим образом, что Харьков Кернеса – это Харьков уходящий. Те, кто голосуют за Кернеса, это прошлый Харьков. Так вот, сегодня, 25 октября 2015 года, во время выборов, которые проходили в городе Харькове, харьковчане дали ответ – уходящий это Харьков или не уходящий это Харьков. Думаю, что Геннадий Кернес достаточно эффективный мэр, сити-менеджер. И он сумел организовать эффективное коммунальное управление. И поэтому харьковчане воспринимают его не как одного из бывших лидеров антимайдана, а как одного из действующих руководителей города, который показывает высокий результат управления на фоне, скажем, проблем других городов. На украинские выборы отреагировали и в США. Как расскажут мои вашингтонские коллеги. Юля, тебе слово. Спасибо, Тимур. Посол США в Украине Джеффри Паяд заявил, цитата, «Нынешние выборы завершат процесс политической перезагрузки в Украине». Это конец цитаты. Он также подчеркнул важность расследования ситуации с выборами в Мариуполе, поскольку, по его словам, волеизъявление в таких городах, как Мариуполь, Славянск и Краматорск, это возможность продемонстрировать жителям всего Донбасса, что они рассматриваются как члены единого демократического сообщества. Западные политологи и военные эксперты все чаще отмечают, что уровень стабильности и безопасности в мире неуклонно снижается. И во многом это происходит по вине властей России. У аналитиков складывается впечатление, что Кремль в корне меняет свою стратегию и выполняет условия договоренности с другими государствами только до тех пор, пока они его устраивают. Продолжение темы в материале Вадима Оленчева. У руководства Соединенных Штатов и Североатлантического блока появился новый серьезный повод для беспокойства. Власти России не только сознательно идут на конфронтацию с Западом, но и с каждым годом позволяют себе все чаще нарушать различные международные соглашения в области безопасности и разоружений. Потепление в отношениях Запада и Советского Союза, начавшееся в годы перестройки, внушило людям по обе стороны железного занавеса надежду на мир. В 1987 году американский президент Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев подписали договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, сокращенно по-английски INF. Однако после прихода к власти Владимира Путина Россия уже не раз заявляла о намерении в одностороннем порядке выйти из договора. В 1990 году страны НАТО и Варшавского блока подписали договор о сокращении обычных вооруженных сил в Европе. Для того времени это был необычайный прорыв в противостоянии двух миров. Но не далее, как в марте нынешнего года, Российская Федерация приняла решение приостановить свое участие в заседаниях совместной консультативной группы, что де-факто аналогично ее выходу из договора. В прошлом году администрация Белого дома объявила, что действия Москвы, предположительно испытания ракет наземного базирования, являются нарушением договора INF. Все эти шаги создают нервозность в западных кругах, где вновь заговорили об очередном витке гонки вооружений.
Было бы неверно думать, что все вокруг начинают готовиться к войне из-за возможных нарушений АНФ и других соглашений. Но я бы хотел указать на то, что кризис углубляется и начинает выходить за пределы обычного указывания пальцами друг на друга. Мы уже регулярно слышим угрозы и обещания применить контрмеры военного характера. Так что налицо переход в более опасную стадию кризиса. Аннексия Крыма в 2014 году стала откровенным нарушением международных соглашений со стороны Кремля. Жертвой агрессии России стала не только Украина, но и Будапештский меморандум. Договор был подписан в 1994 году лидерами Украины, России, США и Великобритании. Он закреплял неприкосновенность суверенитета и границ Украины в обмен на ее участие в соглашениях о нераспространении ядерного оружия. Вдобавок, Москва развязала военный конфликт на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях. Вот почему американские эксперты прослеживают в действиях Кремля четкую стратегию. Власти России выполняют взятые на себя международные соглашения лишь до тех пор, пока это их устраивает. Поэтому все больше политологов США отмечают, что тактика увещевания и диалога с Москвой, равно как и введение экономических санкций, больше не приносят результатов. Настало время разработать новую российскую доктрину. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Присутствие российских субмарин и кораблей разведки вблизи подводных кабелей, которые обеспечивают функционирование глобального интернета, встревожило американских официальных лиц. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». По информации издания, они обеспокоены тем, что в условиях конфликта Россия может перерезать эти линии связи. Газета указывает, что никаких свидетельств повреждения кабелей нет, но эти тревоги отражают растущую обеспокоенность властей США и их союзников по поводу усилившейся военной активности России во всем мире. Правозащитная организация Human Rights Watch со ссылкой на свидетелей сообщает, что в результате 2 ударов российской авиации по городу Хомс 15 октября погибли 59 мирных жителей, в том числе 33 ребенка. Организация заявила, что эти атаки нарушают законы ведения войны и призвала Россию провести расследование инцидентов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эту информацию газетной уткой. Наш корреспондент Данила Гальперович поговорил с заместителем директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке Надимом Хаури. Очевидцы событий считают, что удары были российскими. Это люди, жившие в военных условиях на протяжении 4,5 лет. Поэтому они привыкли к сирийским авиаударам, и они знают, как они звучат. Однако в этом случае звук двигателей самолетов и манера нанесения ударов отличались от предыдущих бомбардировок. По их словам, самолеты летели на большей высоте и быстрее наносили удары. Во-вторых, у местных жителей есть системы технической разведки, способные перехватить переговоры. И в-третьих, это точность, с которой были нанесены эти удары. Как бы там ни было, в случае тех 2 авианалетов на северную часть города Хомс, которые мы задокументировали, местные жители были абсолютно убеждены в том, что это были российские самолеты. Проправительственные журналисты, находившиеся неподалеку от места нанесения авиаударов, описали их как совместные сирийско-российские удары, что в предыдущих сообщениях означало нанесение авиаударов российской авиацией. Газета Financial Times сообщает, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов провел переговоры с представителями оппозиции в Сирии. О результатах взаимодействия Москвы и Дамаска расскажут коллеги в Праге. Тимур, пожалуйста. Да, Юль, действительно, Россия, похоже, всерьез занимается урегулированием сирийского кризиса на политическом уровне. В Дамаске побывали российские парламентарии, которым президент Асад, кстати, заявил, что готов принять участие в выборах. Тут, конечно, вспоминается, что один раз во время войны Асад уже избирался. Это было в прошлом году, и к миру это не привело. При этом президент Сирии подчеркнул, что выборы нужно проводить только тогда, когда будут уничтожены все террористические группировки. А какие, он не уточнил. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Россия готова поддержать действия свободной сирийской армии, если получит информацию о ее расположении. Ну, не знаю, получит или нет, но нам удалось связаться с представителем оппозиции и выяснить их отношение к заявлению российского министра. Я думаю, что российское руководство должно быть честно перед собой и своим народом. Они не хотят помогать сирийскому народу. Они заинтересованы только помочь Башару аль-Асаду. На севере Сирии мы сражаемся с ИГИЛом. Нас атакуют со всех сторон, и Россия никогда не приходила к нам на помощь. Если Россия решит сражаться с ИГИЛом, мы готовы с ними работать. Но они должны дать четко понять, что не заинтересованы помогать Башару аль-Асаду и не собираются оставлять его на посту руководителя Сирии. Они должны признать, что Башар аль-Асад преступник и не имеет права быть президентом.
Некоторым надо повторять дважды. Глава Чечни Рамзан Кадыров снялся в новом ролике некоего пока никому неизвестного фильма под названием «Кто не понял, тот поймет». Ролик появился в его аккаунте в сети ВКонтакте. Вот вы сейчас видите, тут и дорогой внедорожник, и горы, и пулемет, и Рамзан Кадыров в главной роли. Ну а кроме названия еще и смайлики после букв. Их можно, знаете, расшифровать, пока вот идут эти кадры, я вам расшифрую. Там нарисован нож, пистолет, ракета, вертолет, самолет, кораблик и подпись «СОС». В прошлый раз ролик совпал с публикацией в сети фильма «Семья» о ближайшем окружении Рамзана Кадырова. Кому понадобилось повторять? Я думаю, что образ Кадырова силовика, Кадырова человека с ружьем, это образ сугубо художественный. Кадыров как реальный руководитель спецоперации на территории Чечни на самом деле себя никак не проявил, и все это вопрос сугубо пиара. Поэтому художественный фильм на эту тему – это очень логичное действие. Ну, кстати, в минувшие выходные Рамзан Кадыров представил свой летучий отряд. Таких, знаете, парашютистов-полицейских, которые десантировались в центр Грозного. Кажется, других парашютистов в российской полиции не бывает. В самой республике говорят, что он готовит отряды для отправки в Сирию. Даже обвиняемый в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, бывший боец батальона «Север» Заур Дадаев, попросил отпустить его из-под стражи воевать в Сирию. Кто не понял, тот поймет. Ну а сегодня в Грозном начался суд над двумя гражданами Украины, которые приехали больше года назад в Россию и, по сути, были похищены. Националисты Станислав Клых и Николай Карпюк. Долгое время они содержались в российских СИЗО. Родственники и адвокаты не знали, где они. Их обвиняют в участии в войне на стороне чеченских сепаратистов еще в 1994-1995 годах. И сегодня Верховный суд Чечни оставил Станислава Клыха и Николая Карпюка под арестом до 27 февраля 2016 года. Подсудимые жалуются на чудовищные пытки. Из Грозного рассказывает наш корреспондент Елена Романова. Министерство иностранных дел Украины называют Николая Карпюка и Клиха похищенными. Они утверждают, что обоих мужчин хитростью вывезли с территории Украины и считают их заложниками России. По словам адвокатов, все обвинение построено на показаниях одного заключенного, который отбывает срок 24 года лишения свободы, господина Малафеева, который сказал, что в 1994-1995 году он встречал в рядах чеченских сепаратистов Станислава Клиха, Николая Карпюка, а также Дмитрия Яроша и Арсения Яценюка. Никаких других доказательств вины, по словам адвокатов, у страны обвинения нет. В деле есть очень много других документов, которые подтверждают, что действительно солдаты были убиты, что была война, действительно. Но нет доказательств того, что наши подзащитные причастны к этим событиям, за исключением свидетельств самого этого Малафеева. После того, как прошла первая часть заседания, нас пустили в зал. Задавать вопросы мы не могли, но сами подсудимые немного рассказали о том, как они себя чувствуют. В частности, Станислав Клих даже продемонстрировал побои и публично заявил о том, что в течение 2 года, пока он содержался под стражей, к нему применялись пытки. О пытках говорят и представитель Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону. Он отвечает, что целый год консулы не могли добиться свидания с украинцами. Их перебрасывали из одного следственного изолятора на юге России в другой. И вот сейчас этот процесс идет в Грозном, поскольку по версии обвинения именно в Грозном эти двое молодых людей совершали свои преступления. И за этим процессом мы будем следить. А сегодня исполняется ровно 13 лет со дня штурма театра на Дубровке. Тему продолжают коллеги в Вашингтоне. Юля. Спасибо, Тимур. Именно в этот день, 26 октября, в результате захвата террористами заложников, а также неудачно проведенной российским спецназом операции по их освобождению, погибли более 130 гражданских лиц. Мы поговорили с Натальей Пелевиной, автором спектакля «Я признаю вину», в котором рассказывается о трагических событиях Норд-Оста. Спектакль шел в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне. И благодаря ему многие американцы узнали о трагедии на Дубровке. Мы спросили Наталью, будет ли, на ее взгляд, поставлена точка в этом деле, и почему эти события до сих пор окружает такая густая завеса секретности.
Мне неоднократно говорили о том, что не надо сюда суваться, это делать не рекомендуется. В общем, и люди, особенно из спецслужб, намекали мне на это там неоднократно. Вот, в этой связи я думаю, что, к сожалению, расследование... Мы очень, конечно, надеемся, лично я очень надеюсь, и семьи, конечно, очень надеются, что когда-нибудь оно состоится, реальное расследование реальных событий. Но просто когда это будет, сказать, конечно, очень сложно. При этой власти этого не произойдет, это абсолютно 100%. Ну, очевидно, что есть что скрывать, очевидно, что не просто много что пошло не так. Я сейчас говорю о гибели 125 заложников именно от газа, использованного российскими спецслужбами. Есть еще и подозрение, что изначально вообще произошло все это не без ведома определенных людей, опять же, в тех же самых спецслужбах. Есть такие теории. Это не теории заговора, я не склонна в такие теории верить, но действительно много фактов просто сходятся вот таким вот образом, что действительно подозрения такие имеются. В этой связи я, собственно, знаю от одного из спецназовцев, полковника, который вел одну из групп освобождения в тот день, что все рапорты, написанные после этой операции, были написаны в единственном числе от руки, и он сам предположил, что они, скорее всего, уничтожены. То есть я сейчас возвращаюсь к теме о том, что будет ли что вообще, какую информацию скрывать годы спустя, ну, я не могу с уверенностью это сказать. Но то, что таким образом власти с высокой долей вероятности заметают следы вот этой вот катастрофы, которая произошла на самом деле в Норд-Осте, я думаю, что это именно так. Премьер-министр Черногории Мила Джуканович обвинил Россию в организации беспорядков, ни больше, ни меньше. Столкновения с полицией в эти выходные в столице страны, в Подгорице, произошли во время очередного митинга оппозиции. Демонстрантов разгоняли слезоточивым газом после того, как протестующие попытались ворваться в здание парламента. В парке напротив собралось около 5000 человек. Ну а вечером в субботу в полицейских, охраняющих здание парламента, полетели петарды и коктейли Молотова. Представители Демократического фронта, главной оппозиционной силы Черногории, обвиняют действующую власть в коррупции и требуют провести досрочные выборы. Премьер-министр же, напротив, утверждает, что оппозиция под управлением Кремля хочет сорвать потенциальное вступление Черногории в НАТО и в Евросоюз. Но Мила Джуканович, управляя Черногорией, меняет должности уже почти четверть века, с 1991 года. Причем тут Кремль. Мы попросили объяснить невольного свидетеля событий, российского галериста Марата Гельмана, который создает в Черногории новый культурный кластер. Я думаю, что Джукановичу, конечно, было бы выгодно представить весь Демократический фронт, что это и есть вот эти крохотные маргиналы, которые, значит, хотят снова объединения с Сербией, такой, вот, потому что они здесь действительно не пользуются никакой поддержкой. И Джукановичу было бы выгодно. То есть получается, что ему выгодно то же самое, что выгодно Кремлю. То есть Кремлю выгодно, чтобы все думали, что эти протесты против вступления в НАТО. И Джукановичу выгодно, чтобы все в Черногории думали, что это протесты организованы вот этой маргинальной силой. Вот. Поэтому тут, значит, они как бы вот друг другу помогают. А реальность заключается в том, что в Демократическом фронте значительное большинство – это европейски ориентированные политики, которые просто хотят сменяемости власти. Ну вот, кажется, так Россия помогает Черногории добиваться сменяемости власти. И будем следить за этой ситуацией в Черногории мы, конечно же, все вместе. Мои коллеги в Вашингтоне и я, наша команда «Настоящего времени». Прощаюсь с вами до завтра.